Да, поэтому мы будем, конечно, чтобы те люди, которые незаконно нас посадили, именно это по указке Атамбаева, во главе Атамбаева, будем требовать, чтобы они получили наказание. Маленький попутный вопрос. Скажите, владеете ли вы информацией, которая доказывает прямое хищение, либо коррупционную связь с получением определенной прибыли, в которой вы сегодня уже можете обвинить господина Атамбаева? Есть такой фактический материал, который никому не известен, но вы такой информацией располагаете. И можете сейчас сказать, а вот это было вот так. Вы знаете, вот я буду еще губернатором, у меня первые проблемы с Атамбаевым было в 2010 году. Вы очень хорошо знаете, вот в Алабукинском районе, месторождение Чара. Да. А сейчас же идет, до сих пор там народ не успокоится. У нас конфликт произошел именно из-за этого месторождения. В 2010 году Атамбаев хотел провести тендер. Я был против, потому что законы не соблюдались. Из местной власти не было представителя в тендерной комиссии. Я требовал, чтобы из местной власти по закону должна была быть два человека. От района и Айлюк-Мультыр. Вот потом они этот тендер перенесли на неопределенный срок. Это только один факт. Да? Еще плюс, в отношении Кыргыз нефтегаза. У нас были большие споры с Атамбаевым. Они хотели менять руководство, которые пришли после апрельской революции. Я тоже был категорически против этого. И уже после выборов в парламент он стал премьер-министром. Он что начал предлагать мне перейти на другую работу. Вот. Я тогда сказал, я вот Атамбаев очень хорошо знал, 96 года, я сказал, нам не по пути, с уходом Атамбаева мы все уходим. Да? Потом уже некоторое время я занимался не политикой, но со всех сторон начали предлагать должности. И сам Атамбаев вызывал. Ну, я сказал, я буду в политике, я никуда не пойду, ни на какие предложения Атамбаева не согласился. Ну, в результате, конечно, мы начали как открыто критиковать Атамбаева, потому что он идеалы революции он сдал сразу, он начал, ну, он сказал, как это, он возглавил, можно сказать, преступную, вот, как это Аида Салянова говорила, да, создал преступный политический бандитизм, да? Да. А какая схема работала на Кыргызнефтегазе, которая была преступной? Вы знаете, вот после прихода новой власти в Джалабаде Кыргызнефтегаз сразу прибыль увеличилась в 16 раз. С 16 миллионов до около 700 миллионов. Это в 2010 году, за полгода. И зарплаты тоже 2 раза. Увеличили зарплату 2 раза. И через 3-4 месяца со стороны партии СДПК начали приходить, ну, некоторые люди, даже очень известные в республике, и начали они предлагать, чтобы менять руководство. И я настроение общества знал, настроение коллектива, тем более они очень успешно работали, новый коллектив, новый руководство. И я стал их поддержать. Вот наша первая вот... А прибыль потом упала на это предприятие? Вы знаете, прибыль-то не упала. Сейчас они сидели до 2015 года, потом их тоже посадили в 2015 году. Сейчас новое руководство, они тоже работают более-менее, но попытки до сих пор есть. Потому что, вот, помните, был махинации Максима Перматова. Мы уже новое руководство, мы в Верховном суде выиграли суд, и их серая схема была. Какое-то оборудование привезли, стоимость 1,5 миллиона. Они вот внесли вот 8 миллионов, да, оценили.
из-за этого спор вышло. Ну, сейчас, в данное время, опять в Верховном суде выиграли. Сейчас попытаются опять эту схему опять поэтому до Спасибо. сих пор можно сказать, Я- схема Атамбаевской группировки до сих пор, можно сказать, действует. Можно факторы. Давай. Можно